Всем привет! Тема сегодняшнего урока – желательное наклонение. Желательное наклонение выражает желание. К основе глагола добавляются суффиксы «г», «г», «х», «к». Суффиксы «х», «к» следуют после глухих согласных, а суффиксы «г», «г» в остальных случаях. После суффиксов желательного наклонения добавляются притяжательные окончания, которые мы проходили в 4-м уроке. Затем следует вспомогательный глагол «келю» в нужном времени или наклонении. Местоимения могут опускаться, так как притяжательные окончания уже указывают лицо. Рассмотрим примеры. Менің еденде отырғым келді. Мне хотелось сесть на пол. Біздің сені көргіміз келіп отыр. Нам хочется тебя увидеть. Сенің шырын ішкін келмеді. Ты не хотел пить сок. Сіздің жаңа фильм көргіңіз келіп отыр. Вы новый фильм хотите посмотреть. Во втором и третьем лице множественного числа перед притяжательными окончаниями добавляются окончания множественного числа лар, лер. Сендердің шай ішкілерін келеді. Вам хочется чай попить. Сіздердің қазақ тілін үйренгілеріңіз келе ме? Вы хотите учить казахский язык? Оның сені көргісі келмейді. Он не хочет видеть тебя. Олардың қалам алғылары келмей отыр. Они не хотят ручку брать. С глаголом «еді» конструкция приобретает значение «хотел бы». Менің бүгін ертерек кеткім келіп еді. Я хотел бы сегодня пораньше уйти. В разговорной речи и на письме встречается упрощение, при котором глагол «келю» заменяется на «бар» или «жоқ». Например, «адамға рахмет айтқым бар». Людям спасибо хочу сказать. Менің оған кітапты бергім жоқ. Я ему книгу не хочу давать. В разговорной речи встречается использование как притяжательного местоимения менің, сенің, так и местоимения в усеченном варианте мен, сен, хотя это противоречит правилам грамматики. Например, менің дәрігер болғым келеді. Литературное выражение «я хочу стать врачом». В разговорной речи можно сказать также «мен дәрігер болғым келеді». Оның қалам алғысы келді. Он хотел ручку взять. В разговорной речи также употребимо «ол қалам алғысы келді». Следующая форма желательного наклонения образуется с помощью суффиксов «гай», «гей», «кай», «кей». К основе глагола добавляются суффиксы «гай», «гей», «кай», «кей». Затем следует личное окончание первого типа. Выражение желания идет всегда от первого лица, как в повелительном наклонении, а по лицам изменяется глагол в зависимости от того, к какому лицу направлено желание. Переводится данная конструкция как «я желаю» и «пусть так будет». Рассмотрим примеры. Сен тезірек келгейсін. Я желаю, ты приходи быстрее. Не істесен ойлап істегейсін. Если что будешь делать, подумав, делай. На этом все. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии и увидимся в одном из следующих уроков.